Инту посетила исполняющая обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева. В рамках рабочего визита она осмотрела несколько городских объектов, которые будут отремонтированы по федеральным и региональным программам. Проведены совещания с руководством муниципалитета, управляющими компаниями, энергетиками, специалистами государственной жилищной инспекции. Отдельная встреча была организована с интинцами, у которых возникли вопросы по начислению корректировок за тепло. Встреча населения с исполняющей обязанности руководителя службы стройжилтехнадзора Коми Ольгой Микушевой организована по инициативе мэра Инты Владимира Киселева. Жители более 100 многоквартирных домов в нашем округе получили квитанции на оплату счетов за отопление с корректировкой. Цифры заоблачные, многим не по карману. Люди возмущены, они не понимают, почему такие большие суммы, и с трудом сдерживают негативные эмоции. Корректировки законные, они предусмотрены порядком расчетов платы за коммунальные услуги, которые утвердило правительство Российской Федерации. Корректировки предъявляются в связи с тем, что начисление платы за отопление в течение отопительного периода, например, по 2021 году, осуществлялось по показаниям прибора учета за 2020 год. А оплатить жители должны весь объем тепловой энергии, который зашел в дом в 2021 году. Поэтому исполнитель коммунальной услуги по итогам года сравнивает объемы оплаченной жителями тепловой энергии и с фактическим количеством тепла, которое зашло в дом. И вот эта вот разница, если она возникает, она и допредъявляется жителям. Причем хочу отметить, что разница может быть ведь и отрицательная, когда жители в течение года оплатили большее количество тепла, чем по факту потребили. В этом году корректировка действительно положительная, и обусловлено это тем, что 2021 год был значительно холоднее, чем 2020, по которому жители и оплачивали тепло. Поэтому корректировка такая большая. Но мы с вами понимаем, что корректировка, сказали уже о том, что она, да, законна, но она должна быть правильно рассчитана. И поэтому, когда жители сомневаются в правильности расчета вот этой предъявленной им к оплате суммы, они в первую очередь должны обратиться в организацию, которая предъявила счет, за разъяснениями, почему такая сумма. И если эта организация по каким-либо причинам не предоставила ответ, либо предоставила ответ человеку непонятно, либо он с ним не согласен, тогда потребитель вправе обратиться в адрес государственной жилищной инспекции по городу Инты, либо в адрес службы, мы располагаемся в Сыктывкаре, с заявлением о проверке правильности начисленной и предъявленной суммы корректировки. Мы проверим и в случае выявления нарушений примем меры по обязанию выполнить перерасчет. На данный момент жители более 40 многоквартирных домов обратились с жалобами в Государственную жилищную инспекцию и службу стройжилтехнадзора Коми. Размер корректировки во всех домах разный. Из чего складывается сумма при подаче одинакового для всех объема ресурса, интинцы не понимают. Сумма корректировки зависит от количества тепла, которое по факту зашло в дом. Дома у нас разные. И, казалось бы, даже по конструктиву два одинаковых дома, но они могут потреблять разное количество тепла. И зависит это от состояния внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в доме. В одном доме управляющая компания следит за данными системами, постоянно регулирует эти системы, принимает меры по энергосбережению ресурса для того, чтобы потребить нужное количество тепла, а не огромное количество тепла, которое потом будут вынуждены потребители оплатить. А в другом доме совершенно другая ситуация, когда управляющая компания и собственники не следят за своим имуществом. И вот получается повышенное потребление тепловой энергии, которое собственники затем оплачивают в виде корректировки. Завышенная температура обратной сетевой воды на 20%, и это видите и вы тоже, КСК, когда составляете, и получается наш дом потребляет 400 с лишним, не знаю, в чем он там измеряется, объем тепла
в отличие от норматива 200, хотя в других домах еще ниже даже норматива в эти холодные месяцы. И за этим никто не следит, за этими нарушениями. Обращений достаточно большое количество. Мы эти обращения, каждое обращение мы проверяем. Сейчас мы находимся в проверках, результатов пока окончательных еще нет. Ориентировочно когда? По закону мы должны проверить в течение месяца. Расширенный репортаж о встрече интинцев с руководством службы «Стройжилтехнадзора Коми» смотрите в одном из эфиров 5 канала на следующей неделе.